И еще о благоустройстве. Еще в конце прошлого года в столице Коми приняли новый дизайн-код муниципалитета, который закреплен в новейшей редакции правил благоустройства города. В частности, он регламентирует внешний вид, размер и положение на фасадах зданий адресных указателей. Именно этот дресс-код и вызвал массу вопросов у жителей Сыктывкара, начиная от стоимости установки знаков и заканчивая немалыми штрафами за старые таблички. Александр Карепин знает детали. О новых табличках заговорили еще в конце 2019-го. Тогда главный архитектор столицы Владимир Рунко рассказал журналистам о создании нового облика города. Упомянул, что и адресные указатели обновят в течение 2020-го. Однако что-то пошло не так. Возможно, свою роль сыграла пандемия. А уже в 2021-м столичные власти объявили, эта забота ложится на плечи собственников домов, ТСЖ и управляющих компаний. Провести все работы они должны до конца этого года за свой счет. Примерно где-то 2 недели назад мы это все изготовили. Порядка 15 тысяч знаков. Жильцы проголосовали на общем собрании. Так как это внесены поправки в правила благоустройства города, мы не имеем права выбора, что говорится это. И поэтому проголосовали за и установили. Все адресные указатели должны быть выполнены в едином стиле, соответствовать требованиям правил благоустройства по цвету, форме и размеру. Должна быть и подсветка. Директор одной из управляющих компаний города рассказывает, на счету их организации 45 многоквартирных домов. Арифметика простая. На каждый нужно как минимум 2 таблички. В итоге все вместе выливается в довольно крупную сумму. Стоимость, конечно, их составляет порядка 7-8 тысяч рублей за одну табличку. Но плюс тут есть еще один нюанс – это подведение электрики. Это надо вести отдельный кабель, ставить датчик освещения, потому что либо она будет постоянно гореть, либо ее выключать с выключателя, что нецелесообразно. Придется установить датчик. Примерная стоимость будет варьироваться от 15-20 тысяч рублей за одну табличку. И все руководители управляек и ТСЖ в один голос говорят, идея-то хорошая, и в целом мы ее поддерживаем. Городу действительно нужно менять облик, делать столицу Коми краше и ухоженней. Как это и должно быть. Да только вот реализация подкачала. Таблички нужны, нужно вводить дизайн-код, тем более сейчас мы видим, что большое развитие курьерской доставки, такси, и, конечно, им проще, особенно в вечернее время, у нас большая часть все-таки зима, когда темно, ориентироваться будет намного проще, но единственное, что, допустим, меня смущает, это исторические здания, все-таки хотелось бы, чтобы в исторической части города, на исторических зданиях сохранились хотя бы аналоги, какие-нибудь реплики исторических табличек, а не вот эти новые пластиковые. Как отмечают общественники, можно было бы начать с первой линии, с новых домов и микрорайонов, и уже плавно заменить таблички по всему городу. 1 год на реализацию – это слишком мало. Еще один нюанс – без общего собрания собственников и их согласия на установку новеньких адресных указателей управляющие организации попросту не имеют права что-либо делать с фасадами зданий. Однако вся ответственность в дальнейшем ляжет именно на них. Ни управляющая компания, ни товарищество собственников жилья, ни жилищно-строительный кооператив, ни совет дома, ни какие-либо иные объединения жильцов не вправе самовольно принимать решения о том, чтобы нести расходы на использование фасада дома. Поэтому, когда речь идет о замене табличек, важно понимать, что без решения общего собрания, положительного решения, управленцы жилфондом не могут их менять, потому что это будет считаться нецелевое расходование средств, собираемых с пользователей и, соответственно, собственников помещений. А тем временем мэрия предупреждает, управляющие компании, которые не успеют в срок установить новые вывески, заплатят штраф. Руководитель группы муниципального жилищного контроля Анастасия Егошина в программе столичной мэрии «Сыктывкар. Открытый город» называет даже цифры. Для граждан от 3 тысяч рублей, ИП заплатят от 30 до 50 тысяч. Юридические лица получат штрафы от 100 тысяч рублей. Вот только статью при этом указывают 8.2 Кодекса об административных правонарушениях. А звучит она так. Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления. То есть объектом правонарушения являются общественные отношения, возникающие при обращении с отходами производства и потребления или иными опасными веществами. Так при чем здесь адресные указатели? Вопросов больше, чем ответов.
Что будет делать администрация, если управляющая компания в ответ на претензии предъявит решение собственников, которые проголосовали против? Соответственно, встанет вопрос о привлечении к административной ответственности управляющую компанию. Здесь будет ли их вина здесь? И, конечно же, я ожидаю, что после того, как в 2022 году администрация начнет приводить все в порядок в соответствии с правилами благоустройства, управляющая компания, конечно же, будет опротестовывать все штрафные санкции, все претензии, которые в их адрес полетят. Практика предыдущих лет показывает, что управляющие организации уже добивались справедливости в подобных делах в суде. Но у администрации Сыктывкара другое мнение на этот счет. Наличие адресных указателей на фасадах зданий – это входит в содержание общедомового имущества. То есть управляющие компании обязаны следить за тем, чтобы адресный указатель находился на здании, на многоквартирном жилом доме. Поэтому, если он отсутствует, они обязаны его повесить, но уже с нынешними нормами и правилами благоустройства. Вот. Если он старый, то они тоже должны его заменить в соответствии с правилами благоустройства и с новым дизайном адресных указателей. Насколько это правомерно, предстоит заключить юристам. Дарья Шучалина направила запрос в Федеральный центр ЖКХ «Контроль», дабы разобраться в вопросе. Правовых нюансов действительно много. Очевидно и то, что цель мэрии – не штрафовать горожан, а привести внешний облик города в надлежащий вид. Но вопрос в другом – какими способами и насколько юридически корректно. Пока замена адресных указателей стоит перед собственниками как ультиматум, и это, понятное дело, многих не устраивает. А потому в вопросе облагораживания столицы городским властям, возможно, нужно пойти навстречу жителям и совместно поискать компромиссное решение.